как это начиналось. Сегодня поговорим о декабрьских событиях 1986 года в Алматы и покажем уникальные кадры, хроники и интервью очевидцев из нового документального фильма Асии Байгожиной. Это покрыто мраком, потому что 168 человек – это вот официальная цифра. Сколько там было, да, вот если людей вывозили за город, да, на самом деле. Ну вот у меня герой, который вот приехал, вот просто совершенно какие-то, никто не знает. Факты, факт-чекинг. Нас не просто отвозили и скидывали во враг, отвозили на УАЗике с собаками. Со всех нас сняли всю верхнюю одежду. Один вообще просто в рубашке остался, а я в джемпере. Джемпер спереди весь в крови. В архиве президента хранятся. А мне говорят, а нет, я говорю, почему? А продлили срок секретности по ним. У них выработано это чувство. А осуждали тех, кто вышел на площадь? Да, очень много было таких. Очень много было таких, потому что, все отказывались, потому что у всех, я говорю, это опыт 1937 года, это опыт, когда лучше не иметь к этому, лучше отказаться, но зато вот остальные у тебя подрастают, еще дети, да, и вот это синдром предков внутри, ведь тебе нужно выжить любой ценой, а выжить как? Предать. Они недовольны тем, что мы даже не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки. Девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. Юриста, мы не должны терять облик юриста. Ребята, вы полицейские ребята. По моему мнению, полиция именно новые концепции независимого государства еще не проработала. Идет по стопам НКВД, ребята. Это почему я так говорю? Потому что вот после январских событий, которые были эти же пытки, это что? Это пример из НКВД. Если мы не дадим репрессиям 1937 года историко-правовую оценку, тогда повторится через некоторое время опять 1937 год. Осыған регламент сақтасаңыздар. Жақсы. Жол бермес. Жақсы, енді сіздің жамбайыңыз тиіп кеткеніңізде ренжімеңіздер. Мені шақырдыңыздар, мен сондықтан 10 минут сөйлеуге тиістімін. Мифами может ли эта история повториться вот с Жанаузеном и Кантаром? Это будет повторяться до тех пор, пока мы этот опыт не изживем до конца. Пока что-то не будет предпринято для того, чтобы коллективная память, она как-то освободилась от этого груза, да? Вытеснилось это, чтобы это не было просто забвением, а вот выстроились какие-то нормальные отношения, что мы это помним, мы это знаем, мы этот опыт изживаем таким вот образом, он должен давать свои плоды. А он как должен давать? Фильмы же должны быть на эту тему. Сколько у нас фильмов на тему голода? Этого два, и они все безобразные, да, потому что там все идет, опять же, мифы.